Ну что ты говоришь, не понимаю. Говорю, как ты? Не понимаю, разве может такое быть? Фу, не понимаю я. Спрашиваю, как ты? Как? Прошедшее поколение? Опять, что ли, без меня собрались? Бержерак, это ты? Да, я, дядя Акоп. Спроси у нашего глухонемого друга, как он поживает. Дядя Давид, как ты? Говорит хорошо, дядя Акоп. Ну и хорошо. Теперь он спрашивает, как ты? Хорошо, хорошо, скажи, все хорошо. Дядя Акоп говорит хорошо, хорошо. Как хорошо, что ты пришел. А то целый час хочу узнать, как он. А теперь ты скажи, как у тебя дела с той девушкой? Ничего не получилось, дядя Акоп. Я познакомился с ее родителями, а они не разрешили ей со мной встречаться. Сказали, у него одна нога короче другой. Он тебе не пара. Нет, дядя Давид, не получилось, не получилось. О, какие безбожные люди. Это не у тебя нога короче, это у них ум короткий. Какое это имеет значение? Главное, чтоб человек был хороший. Ладно, мы уже старые, а ты молодой парень. Почему из-за физического недуга личная жизнь не складывается? Да ладно, я уже к этому привык. Как бы я хотел, чтоб свершилось чудо, и мы бы стали нормальными, назло таким людям. Что за чудо? Когда люди хотят, чтобы свершилось чудо, появляюсь я, добрая фея, исполнительница желаний. Дядя Акоп, Да? так как вы всю жизнь делали добрые дела, я вас вылечу и дам вам зрение. Чудо. Я вижу, ребята. Спасибо, дорогая. Пожалуйста. Ну, я побежала, посмотрю там, что и как. Увидимся. Дядя Давид, так как вы никого не обижали в жизни, я и вас вылечу и дам вам слух и возможность говорить голос. И правда, я могу говорить, я слышу. Спасибо, добрая фея. Пожалуйста. Акоп, подожди меня. А ты, несмотря на то, что самый молодой, ты тоже успел сделать много добрых дел. Я и тебя вылечу и дам тебе здоровые ноги. Ну-ка, стоп. Убери свою палочку. Не понимаешь? Меня тут же в армию заберут. Тоже мне фея для Министерства обороны.